Профессор Владимир Елистратов говорит, русский язык – это что-то типа дао, которое рассыпано везде, разлито по всему миру. И где-то этот раствор вдруг поражает какие-то мощные кристаллы. Как это происходит, мы не знаем. Мы даже не знаем состава этого раствора. Это программа «На перекрестке», я его автор и ведущий Мухаммадулло Табаров. С нашим гостем, главным редактором журнала «Памир», поэтом и прозаиком Саидом Сангином, мы попытаемся разобраться в составе этого раствора и уточнить, что это за кристалл. А точнее, мы будем говорить о творчестве таджикских литераторов на русском языке. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Спасибо. Русский язык – это самый распространенный из славянских языков. По общему числу говорящих русский язык входит в первую десятку мировых языков. Является официальным рабочим языком в большинстве авторитетных международных организаций. Однако в конце минувшего столетия обозначались тревожные тенденции. Спорным на сегодняшний день остается вопрос, уменьшается или увеличивается влияние русского языка в постсоветском пространстве. Как вы думаете, все еще остается русский язык для нас языком межнационального значения или как-то поменялся его статус? Возвращаясь к тому, как русский язык повлиял, скажем, на рост литературного, художественного, какого-то интеллектуального роста таджикского народа или других народов бывшего Союза, можно сказать, что, конечно, повлиял очень положительно. И так получилось, что основное развитие языка и занятие позиции Центральной Азии русского языка где-то всего имеет историю чуть больше 100 лет. С конца 19 века путешественники первые появились, потом какие-то завоевания были, потом революция была, потом мы были в общем государстве, и мы, все народы этого союза, объединены были одним русским языком. Процесс всего развития взаимоотношений, переводов литератур и все происходило через русский язык. Например, чтобы нам грузинских или армянских или каких-то казахских других поэтов и мыслителей, чтобы понять, нам надо было, чтобы сначала они были переведены на русский язык, а потом с русского переводились на таджикский и на другие языки. Вот в этом плане я считаю, что русский язык сыграл положительную роль в истории развития последние 100 лет нашего таджикского народа. И то, что этот язык, как вы сказали, является ли он на самом деле языком межнационального общения или другой статус, я скажу, что статус очень приемлемый, правильный, он и есть язык межнационального общения, потому что нам, таджикам, исторически обособленность такая некая есть в Азии. Мы даже переступая порог недалеких наших ближайших соседей границ, в ту сторону, вынуждены общаться с ними через русский язык. Правильно? С теми же узбеками, дальше казахи, киргизы или же вплоть до самой России. Этот язык нам необходим для общения, для простого человеческого общения. То есть он очень необходимый, очень нужный, и этот статус надо сохранить, хотим мы этого, обязательно надо. И надо тенденция такая, она сейчас ведется, и на уровне правительства нашего, что поощряется изучение языками, не только русским, китайский, английский, эти языки тоже мировые языки. И то, что надо владеть, и ими никто не запрещает, знать свой язык в первую очередь, таджикский, обязательно должен гражданин Таджикистана на высоком уровне свой язык. И эти 3 языка. Но из этих 3 языков, которые я перечислил, английский, китайский, наипервейшим на данный момент для нас является русский. Потому что очень большое количество наших людей живут, работают на территории России. И этот язык для
общения необходим. И учитывая тот факт, что официальным языком многих международных организаций все-таки остается русский язык, несмотря на официальный статус, имеет ли он статус государственного языка или нет, он все-таки языком межнационального общения так и остается. Вот вы сказали, что русская литература у нас начала развиваться с конца XIX века. Вы правильно отметили, что его привезли к нам путешественники, которые приходили, изучали нашу местность, наш народ, наши обычаи и писали об этом. Потом было установление советской власти, которое очень благоприятно повлияло на развитие литературы на русском языке. Были 60-е годы, вот эта волна шестидесятников, которая на многие годы вперед определили будущее и лицо русской литературы в Таджикистане. И вот как вы думаете, вглядываясь в этот долгий процесс становления русской литературы в Таджикистане, чем он отличается от других республик? Имеет ли какие-то свои особенности? Да, вот особенности, конечно же, имеются, но вот чтобы как бы понять роль становления новейшей нашей литературы в 20 веке, нашей таджикской литературы, основоположником нашей литературы является уважаемый Садриддин Айни. Вот. Садриддин Айни, он как бы вот первый из писателей именно не только Таджикистана, а всей Средней Азии, Казахстана и даже, можно сказать, Закавказья и все это, он первым уловил значимость именно развития прозы. Именно развитие прозы. Поэтов традиционно было персидской, нашей таджикско-персидской литературы всегда в каждом веке достаточно много, поэзия была очень развита. Проза же, и тем более реалистическая проза, когда повествование шло о жизни обыкновенных людей, вот, и в такой художественной форме, это все началось как бы с того ознакомления с Садриддином Айни в молодости творчеством Максима Горького. Вот, творчество Максима Горького и чувствуется вот в произведениях там «Дохунда», «Рабы», воспоминания его, «Бухара» и все такое. Чувствуется такое, что вот как бы горьковский стиль. Вот горьковский стиль на таджикском языке. Потом, когда перевели уже Садриддина Айни на русский язык, и это оказалось, многие открыли для себя не только Таджикистан, древнюю Бухару и весь вот этот вот как бы многослойный такой вот как бы многослойной литературы, такое богатство вот именно народов Центральной Азии и в первую очередь таджикского народа, вот, таджикского народа. А то, что вот это то влияние, которое вот произошло для того, чтобы родилась наша такая современная литература. Потом, да, вы правильно сказали, что были послевоенные годы, во время войны и после уже, ну, в основном во время Второй мировой войны, Отечественной войны, со многих, да, оккупированных территорий, со многих городов, скажем, особенно с Ленинграда, Москвы, были в Среднюю Азию отправлены литераторы, научные работники во всех отраслях науки. Очень многие значимые такие личности в Среднюю Азию. Анна Ахматова, скажем, в Ташкенте вот жила в то время. У нас в Таджикистане тоже были очень большое количество ученых, литературоведов, Левин, Липкин, многие такие были, которые, вот, которые полюбили вот это наш город, тогда еще только растущий, только образовывающий, нашу республику, нашу землю. И были потом уже литераторы, которые родились здесь, на этой земле, хотя были других национальностей они. Вот. Но они до конца остались
как бы благодарны вот, земле таджикской, таджикскому народу, потому что когда живешь среди какого-то народа, обязательно ты впитываешь какой-то дух, какую-то культуру, колорит обязательно, да, национальный. И вот это вот все в тебе, в купе с тем русским, что ты имеешь, рождает как бы какое-то вдохновение вот, наднациональное. Понимаете, это все, вот, чтобы писатель был объективным, чтобы его произведения читали во всем мире, чтобы он вот именно какое-то лицо, вот такое литературное, героя какого-то оживил в своих произведениях своего времени, ему надо быть над нацией, ему надо быть выше, и надо быть интернациональным, толерантным, и в любом случае как бы он должен быть связан какой-то нитью с Вселенной, со всей землей, со всеми народами. Поэтому великие писатели, они все без национальности, они все как бы считаются общим достоянием всех народов земли. Вот самые такие великие. И среди них наш вот Садриддин Айни. Он тоже в когорту величайших писателей как бы современности вошел. И я хочу сказать, вот была такая поэтесса, Марьяна Фофанова была. Она родилась в Удмуртии, она не здесь, но ее родители переехали, и она выросла, как бы, скажем, вот на Душанбинских улицах, среди душанбинского народа. Она была поэтессой, стала поэтессой. Очень громкое имя у нее было. Закончила, когда Горьковский литературный институт в Москве, ей предлагали остаться, у нее большое будущее было бы там, в России. Но она сказала, что я так прямо вот, как бы прикипела к таджикской земле, что я себе не представляю в другом месте. Я хочу жить там и творить там. И она вот до конца своих дней вот, была именно вот, как бы голосом именно русскоязычного русского писателя, представляющему Таджикистан, нашу республику. А то, что, скажем, как это вот отличается или нет, скажем, русскоязычный писатель в Таджикистане и, скажем, в Казахстане, или Узбекистане и других республиках, то я скажу, что есть различия. Как же не различаться, если, скажем, различные народы? Если он живет на таджикской земле, например, вот Владимир Медведев есть такой писатель, он сейчас живет в Москве, ну, ему где-то он тоже еще действующий писатель, может быть, 60, под 70 лет. Вот, он произведения очень хорошие такие произвел. Его роман «Захок» называется, «Захок». Мы знаем, да, герой Шахнаме, Захок. Вот, взят, как бы все там происходит на таджикской земле во времена нашей вот этой вот, как говорится, противостояния, вот наше гражданское, можно так назвать, наверное, так говорят, войны, которая была у нас в 90-е годы. Вот сюжет проходит там, русская семья, скажем, метисы, мама русская, папа таджик. Так получается, что они из Вашской долины бегут в горы, где-то там Дарвазван, в этих местах, где-то там вот происходит их жизнь, живут среди, как говорится, родственников этих, но их там это догоняет, все это. И вот это вот само, вот весь этот сюжет этого романа, и все это там описывается, вот именно таджикская жизнь. Именно вот это вот наша таджикская. Почему он так хорошо, автор, об этом знает? Он, оказывается, в каком-то горном кишлаке дальнем вырос там. Он там учителем был в средней школе, скажем, в кишлаке, где-то в сельской школе. Он хорошо таджикский язык знает. И поэтому, конечно же, он какой-то в его произведениях все время чувствуется дух какой-то вот таджикской земли. Понимаете? Вот это вот. Это очень важно, для писателя, потому что он впитывает всю энергию, все вдохновение, все свое с окружающей его среды. Там, где он живет, среди кого он живет, с чьей культурой он знаком, он вот это может
прекрасно, как говорится, искренне, чтобы поверил читатель, передать вот этому читателю. Или хотя бы взять «Возвращение в Панжут» Андрея Волоса. Да, Андрей Волоса, вот я забыл упомянуть, да, Андрей Волос, он в основном был поэтом, потом вот это «Панжут», вот это вот все, это его прозаическое произведение. Тоже наш Душанбинский, вот здесь, в Таджикистане, все раз. Кроме него, скажем, вот так из русских, Андрей Волос мы упомянули. Есть Марина Некрасова такая, да, поэтесса прекрасная. Есть такой Михаил Давидзон. Он, кстати, работал в журнале «Памир», был редактором по прозе, где-то что-то, мы с ним до сих пор общаемся. Он мне рассказы свои, вот у меня что связано, скажем, с Таджикистаном, какие рассказы или поэзия, я обязательно пытаюсь вот, их как-то опубликовать в журнале вот, и поддерживаю связь с ними. Сергей Агдаров есть такой поэт наш, тоже в Израиле живет, он тоже душанбинский. У него такая прямо в стихах любовь к таджикской земле, что вот просто слезы прошибает. До такой степени человек, живущий вот вдали от этой другой национальности, как бы, он таджиком себя считает, вот, живя в Израиле. Вот до такой степени вот это вот все как бы предмет нашей гордости. Гордости за наш народ, за то, что вот, разочарованными от нас не уехали эти люди и до сих пор питает к нам и к нашей природе, к нашей земле такие чувства, как сами местные жители. Вполне понятно, что в 90-е годы ознаменовались масштабным оттоком русского населения из Таджикистана, что привело к ослаблению не только русской секции Союза писателей, но и всего Союза. Согласны с тем мнением, что 90-е годы характеризуются как периодом затишья русской литературы в Таджикистане? Все дело в том, что вы правильно отметили, 90-е годы были катастрофическими. И было такое ощущение, что не только ни одного русского не останется на этой земле, но не останется и русского языка. Даже не говоря о литературе. Да, литература тем более. Но не только литература, уже и общаться-то с кем. Вот в чем дело. Но, к счастью, до такой степени были корни пущены вот, за 70 лет именно русского языка среди нашего народа, что даже когда уехали ведущие литераторы, редакторы газет, журналов, у нас же издавались много изданий на русском языке, там «Комсомолец Таджикистана», «Коммунист Таджикистана», помните, да, вот «Вечерняя Душанбе», чего-то вот очень много было, и вот очень сильные издания были, где можно было, в общем, прекрасно вот владеющим, не только прекрасно владеющим языком русские читали эти издания, но и таджики читали, и на этих изданиях они развивались, у них язык обогащался. И вот так получилось, значит, пришлось в большем случае поддерживать и удержать вот эти издания, вот типа журнала «Памир», энтузиастам. Был такой редактор Сергей Суханян, покойный. Он вот в эти 90-е годы ему выпало быть редактором вот этого журнала. И вот до сих пор здравствующий среди нас Искандар Хамракулов, он тоже был редактором вот в то время, в 90-е годы. Когда я вот общался с ним, это самое, он рассказывал, как он вот это вот журнал пытался, он говорит, я один был, никого не было. Я где-то искал, вот чтобы осталось, а чтобы его не ликвидировали совсем, вот этот человек, говорит, 200, говорит, экземпляров мы скребли деньги, где только не занимали. Тогда еще государство само не было таким крепким, чтобы
поддержать какие-то издания, тем более русскоязычные. Но вот на этих энтузиастах удержался Памир, окреп. Сейчас его, ну, это орган, как бы он всегда был, Союза писателей республики, но на государственный, как говорится, включен в реестр государственный, и на государственном уровне он сейчас поддерживается, то есть подписки на него идут, и каким-то образом вот сейчас вот этот журнал, сохранившийся, он сейчас развивается. Уже более лучшие времена наступили, вот сейчас мы работаем. То есть всесторонне нас пытается поддерживать наше правительство и наш союз писателей. К сожалению, приходится констатировать, что в республике мало остается критиков, пишущих и на русском языке, и о русской литературе. Как обстоят дела в этом направлении? Кто сейчас активно занимается критикой именно на русском языке? Вы знаете, да, я вас состояние русской литературы. Вот из таджикских, скажем, пишущих на русском языке, ну, мы не будем говорить, или это уже отдельная тема, наш Тимур Касымович Зульфикаров, как бы представитель грант вот в литературе таджикского народа на мировом уровне. На мировом уровне, да. Вот, да. И вот это, вот что он у нас есть, это, в общем, дар от Бога тоже, да, мы должны это все осознавать и какое-то дань уважения вот всего вот писательского состава. Мы, другое поколение, которые учились на Тимуре Зульфикарове, это вот Мансур Суруш пишет одинаково хорошо на таджикском и на русском языке. Вот такое у него развитие. Значит, есть вот у нас две писательницы, они живут за границей. Элеонора Касымова. Да, Элеонора Касымова и Мульсифат Шахиди. Они пишут на русском языке, и они как бы представляют на данный момент таджикский народ тоже на международной арене, потому что их переводят и на другие, на английские языки, тем более с русского. Вот. Но они пишут на русском языке. Что можно сказать о критиках? О критиках, да? О критиках, да. Критики у нас остались два мощных критика из советских времен. Это Абдурахман Абдуманон и Азим Аминов. Вот. Эти два человека, они как бы вот критики той старой советской закалки, того уровня общесоветского, и они очень внимательно следят за литературой, что нового, что происходит, кто что пишет. Что самое хорошее, что они одинаково на отлично владеют двумя языками, и таджикским, и русским. Они и переводят где-то какие-то, но часто бывают статьи критические, например, мы их также публикуем, да, критические статьи. Но что касается нового поколения, пока, к сожалению, ничего я не могу сказать насчет того, растут ли у нас новые критики или нет, но надеюсь, что, наверное, наши вузы работают, выпускают, скажем, выпускников, литературоведов, и это место пустым не будет, наверное. Вот как бы в продолжении темы приятно отмечать, что в русскую литературу приходят новые имена. Ага. Кто они и чем отличается творчество нового поколения от предыдущих? Вы знаете, может быть, я не знаю, вот на таджикском и какие-то есть вот пишущие, да, есть многие где-то что-то, ну вот, а на русском, ну по пальцам посчитать, если вот их можно перечислить, да, есть, да, молодые, это вот Тахмина Эмин,
вот она проза, это рассказы пишет, книгу выпустила, вот все такое. Она работала, да, и в журнале «Памир» тоже, вот все это. Вот Тахмина Эмин, мы надеемся, что она сейчас без дела не сидит и тоже что-то пишет еще, и на русском вот она творит. Так, вот новая недавно появилась звездочка, Наргиз Олимова, такая девочка есть тоже. Она тоже пишет, я ее последний вот рассказ как дебют поместил в журнале «Памир». Вот. И еще есть молодой парень один, он мне приносил свои стихи, его стихи мне понравились. Это сын нашей переводчицы Камилы Камоловой, Тимур Малик Камолов. Вот. Он, по-моему, сейчас в армии служит или где, что я не знаю где. Но он молодой, еще 20 лет. Вот. И то, что они пишут, он на русском пишет, вот. Конечно, это не те стихи, которые, скажем, не то что пушкинский, там, есенинский или вот современный рождественский, Евтушенко, или же вот даже поколение вот этого, у него совершенно другое, понимаете? И вот я был поражен тем, как бы его фантазия, он на какой-то грани фантасмагории, куда-то каких-то неземных мирах, где-то что-то, понимаете? Я был приятно поражен, я сказал ему, когда вот в беседе, чтобы он продолжал это дело, чтобы не бросал и не менял своего стиля и не пытался подражать тем поэтам, что были до него. Вот это вот, ну вот надеемся, что вот где-то, я еще забыл сказать, что у нас есть писатели, которые даже родились и живут в России. Понимаете, вот за эти времена, скажем, 30 лет, появились люди, которые в России, в таджикских семьях родились, учились в русских школах, и они все равно несут как бы национальное наше, таджикское, в себе, и воплощают это вот все свое видение на русском языке, но все равно они упоминают свои корни, какие-то моменты, герои у них, в общем, таджики пытаются писать о наших этих. Есть один такой человек, Исфандиар Камчинский, может, слышали, не слышали? Это Камчинский, это у него псевдоним. Он из Бадахшана, вот, тоже в России, он уже где-то 2 романа выпустил, а мы ничего не знаем об этом, понимаете или нет? Вот, ну, вот они иногда выходят сами на меня, у меня почта, у меня группа «Памир» в интернете есть, все это самое. И я одну вещь его опубликовал в прошлом году еще, Камчинского Исфандиара в «Памире». И вот я пытаюсь, я сам их тоже ищу где-то по миру, где кто есть, чтобы хотя бы быть в курсе дела, как там наши творческие земляки, которые имели в себе дар от наших славных предков, и вот имея этот дар в себе, важно то, что они наши. Они таджикистанцы, они наши земляки, и они в любом случае будут поднимать наш авторитет нашего народа. Хотя бы взять Бахтиера Каримова. Да. А вот надо их каким-то образом, как говорится, представлять нашему народу, для того, чтобы нас узнали, для того, чтобы наш народ приняли как народ культурный, народ цивилизованный. Для этого нам нужны те люди, которые вот нашу культуру могут донести до всех народов мира. И в этом нам очень мог бы помочь именно русский язык, да, и литература на русском языке, которая более доступна на мировом уровне или мировому читателю. Да. Спасибо вам за очень содержательную, очень откровенную беседу. И хотелось бы нашу программу завершить словами Олега Роя, которого я недавно читал. Ага. Вот он что пишет.
Как ни парадоксально, сегодня у русской литературы появился новый шанс. До этого мы с настойчивостью, достойной лучшего применения, отменяли сами себя. Мы делали все, чтобы полки наших книжных магазинов, наших библиотек были переполнены иностранной литературой, притом не самого высокого качества. Теперь у наших авторов наконец-то появилась возможность донести свои творения до читателя, который, поверьте, тоже истосковался по хорошей русской литературе. Я оптимистично смотрю в будущее и вижу в нем огромные перспективы.